Национальная библиотека продолжает знакомить читателей с важными событиями истории Чувашии за 100 лет существования республики. 40-е годы XX века неизгладимым шрамом запечатлены в памяти страны. Великая Отечественная война вызвала изменения во всех сферах жизни республики. Работа всех промышленных предприятий, артелей промысловой кооперации была перестроена в интересах обороны Родины. В середине октября 1941 года первую продукцию начал выдавать Чебоксарский завод номер 320. Сегодня это производственное объединение имени Чапаева. В Чувашию были направлены специалисты и оборудование 28 предприятий, производств и цехов. Самым крупным и важным предприятием стал Чебоксарский электроаппаратный завод, созданный на базе Харьковского электромеханического завода и Ленинградского завода «Электрик». Построено 5 текстильных фабрик, 2 табачные, а также чулочная, предельно-ткацкая и обувная фабрики и Чебоксарская кондитерская фабрика республиканского подчинения, ныне Акконт. Для работы на эвакуированных предприятиях, в частности на Чебоксарский электроаппаратный завод, требовались специалисты. Для их подготовки Наркомат электропромышленности СССР приказом от 3 октября 1944 года создал в Чебоксарах самостоятельный электромеханический техникум с дневным и вечерним обучением. Несмотря на то, что Чувашия находилась в глубоком тылу, 4 ноября 1941 года на город Чебоксары были сброшены 22 бомбы и немецкие агитационные листовки. В результате налета убито 2 человека, ранены 18. Убытки от разрушений составили 160 тысяч рублей. С 25 октября 1941 по 20 января 1942 годов из населения Чувашской АССР на строительство оборонительных сооружений Сурского рубежа и Казанского обвода по разным подсчетам было мобилизовано от 85 до 110 тысяч человек. Наравне с мужчинами работали женщины, старики и подростки. Всего за годы войны в ряды Красной армии было призвано около 208 тысяч человек. Из них 106 тысяч погибли. 54 тысячи уроженцев республики награждены боевыми орденами и медалями. 63 бойца стали героями Советского Союза, 13 человек – полными кавалерами Ордена Славы. Первым среди них звание Героя Советского Союза за мужество и воинскую доблесть удостоен летчик-истребитель Борис Михайлович Васильев. В суровые военные годы артисты, эвакуированные из блокадного Ленинграда, и любители театра из местной самодеятельности летом 1943 года в Ядрине организовали передвижной театр «Кукол». На его базе 29 сентября 1944 года в Чебоксарах открылся Чувашский театр «Кукол», который пребывает в хорошей творческой форме, имея в значительном послужном списке немало успехов и достижений. Послевоенный период истории Чувашии вместил в себя сложные процессы перехода к мирной жизни, восстановления экономики, развития социальной сферы. Республика работала по плану восстановления и развития народного хозяйства республики на 1946-50-е годы, согласно которому значительные финансовые средства направлялись на строительство новых и реконструкцию действующих предприятий города Чебоксары. Подробнее о событиях тех лет можно узнать на сайте «Чувашская республика. Летопись столетия».